Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. Сборная России по футболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 4-0 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла на поле стадиона Астана-Арена. Дублем в составе российской команды отметился Денис Черышев. 1 гол на счету капитана сборной России Артема Дзюбы, который забил свой первый мяч с 25 октября. Тогда он отличился в составе Санкт-Петербургского «Зенита» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с Бордо. Еще один мяч защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков отправил в собственные ворота. Сборные России и Казахстана до этого матча провели 2 товарищеские игры. В мае 2008 года россияне разгромили команду Казахстана со счетом 6-0. А матч в марте 2015 года завершился безголевой ничьей. В первом матче в отборочном турнире россияне 21 марта в гостях проиграли команде Бельгии. В следующем туре сборная России 8 июня в Саранске примет команду Сан-Марино. Сборная Казахстана в тот же день на выезде встретится с командой Бельгии. Главный тренер сборной Станислав Черчесов после победы в матче прокомментировал успех своих подопечных. «Мы хорошо изучили соперника и правильно выбрали состав. Помогло, что сборная Казахстана выиграла у Шотландии, и дополнительно настраивать игроков не надо было. Все видели». Россиянка Дарья Касаткина уступила американке Винус Уильямс в матче 3-го круга турнира женской теннисной ассоциации в Майами. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-1. После ее проигрыша на турнире не осталось ни одной российской спортсменки. В 1/8 финала Уильямс играет с румынкой Симоной Халеп. Турнир в Майами является 3-м по статусу после турниров «Большого шлема» и итогового турнира. Призовой фонд соревнований составляет $9 миллионов. В прошлом году главный приз достался американке Слоан Стивенс. Мини-футбольный клуб «Алмаз Алроза» одержал выездную победу со счетом 10-4 над московским Мосполитехом в матче 24-го тура Высшей лиги России. В составе мирнинцев хэт-трик оформил Сергей Просветов. По 2 мяча забили Константин Левин и Евгений Фомин. По одному разу отличились Вадим Цай, Никита Илько и Давид Савлохов. У хозяев поля голы забили Алексей Кротов, на его счету дубль Дмитрий Тренкунов и Алексей Куликов. «Алмаз» располагается на 2-й позиции турнирной таблицы, имея в активе 50 очков. Московский клуб идет 7-м. В его активе 31 очко. В следующем туре мирнинцы сыграют с Красной гвардией, а Мосполитех встретится с «Динамо». Накануне в Якутске в местности Зеленый Луг прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России». Участниками традиционного старта стали 1100 любителей физической культуры и спорта. Это школьники, студенты, представители трудовых коллективов, предприятий и организаций, а также люди пенсионного возраста. В соревнованиях принимают участие не только профессионалы, но и те, кто начал увлекаться лыжным спортом совсем недавно. Я занимаюсь лыжней полгода. Пришла сюда за победой первый раз. Приехали мама, дедушка и бабушка, и сестра. Они за меня переживают и надеются на мою победу. Сегодня, нынче, 2-й год старта. На лыжню выходим всей семьей. Но я сам учитель физкультуры, физической культуры. Поэтому здоровый образ жизни. Более 100 детей в возрасте от 11 до 13 лет приняли участие в 3-х республиканских соревнованиях по скалолазанию, которые прошли в школе номер 2 города Якутска. Выявление победителей и призеров прошло по 2 дисциплинам: скорость и трудность. По словам судей, с каждым годом увеличивается количество участников, а трассы становится все сложнее. Уже на следующих выходных на этом же скалодроме вновь пройдут состязания по скалолазанию, но уже среди взрослых спортсменов. Прошли соревнования в дисциплине трудность. Сегодня проходят соревнования в дисциплине скорость. Скорость ребята бегают на время, зацепы совсем другие, трасса легкая, но их задача как можно быстрее добраться наверх. То есть ребята бывают за 3-4 секунды поднимаются наверх. Да, это старшие. Младшие 6-8. Трудность, она заключается в прохождении трассы. Ребята лезут с верхней обвязкой и проходят трассу, доходя до топа, до бонуса. Это были новости спорта. Всего доброго.